Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как в Казани жители Йошкар-Олы присваивали чужие биткоины и почему защита не признает ущерба. Я оценяю в миллион. Вот первый эпизод. Я в миллион, там, в 1,5 миллиона биткоин. Это они оценили. И как оценил действия подсудимых суд. Покажем, как иномарка чуть не сбила пешеходов после столкновения на перекрестке. Жертв разрушений нет, все нормально. А также криминальные гастроли из Автограда в Бугульму. Злоумышленники отогнули дверной замок и проникли в магазин. Кражи из магазинов попали в камеры наблюдения. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня Кировский суд в Казани вынес приговор 4 подсудимым, обвиняемым в мошенничестве и грабеже при обналичивании биткоинов. Как гласит уголовное дело, они находили желающих обналичить криптовалюту и кого обманывали, подсовывая вместо денег бумажки, кого пугали и вынуждали перечислить монеты, ничего за них не платя. Ленар Гинатуллин вник в суть дела и узнал, почему адвокат одного из подсудимых в корне не согласна с тем, что преступление вообще было. Прокурор не согласен с содеянным, не раскаиваюсь, так как участие не принимал, по крайней мере, осознанно. Иван Павловский вместе с Мариной Смирновой уже около года находятся в СИЗО. Остальные двое все это время были под домашним арестом. Как выяснили следователи, житель Йошкар-Олы Дмитрий Моторин познакомился с казанцем Маратом Саматовым и предложил ему заработать, рассказав как. Последний решил привлечь к этому делу еще 2 человек, сидящих на суде за решеткой. Схема была простая. Искали в интернете желающих обналичить биткоины. Нашли 4, кому-то вместо денег подсовывали билеты банка приколов, кого-то, представляясь полицейскими, отвозили в лес и, угрожая возбуждением уголовного дела, вынуждали перечислить криптовалюту. Ущерб только по одному эпизоду пострадавший оценил в миллион. Защита одного из подсудимых не согласна, что ущерб вообще есть. Как вы деньги-то получили? Вы говорите, мы потерпели, мы потерпевшие. А какой вам ущерб? Откуда вы взяли? Вы купили эти биткоины, докажите, представьте доказательства. Что вы их купили, вот заплатили деньги. Нет, там мы маним. То есть вот с неба нам упало. Я оценяю в миллион. Вот первый эпизод. Я в миллион, там, в 1,5 миллиона биткоин. Это они оценили. Свою вину признали 3 из 4 подсудимых. Только Иван Павловский говорит, что ничего не совершал. Его защита уверена, что он и не мог. Для этого нужны знания. Он, говорит адвокат, просто сидел за рулем в одном эпизоде. Он вообще не разбирается. Он водитель, он колхозник. Натуральным делом колхозник. Только сидел за рулем автомашины. Он не видел даже никаких действий проводились, ни как перевести там что-то. И уехал, привез, вот сказали вот этого забрать, доставить туда и увезти. Все. Государственное обвинение решило иначе и запросило для Ивана Павловского самое большое наказание. 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 450 тысяч рублей. Марине Смирновой на год меньше с таким же штрафом, а организаторам 5 лет условно со штрафом 350 тысяч рублей Дмитрию Моторину и 230 тысяч Марату Саматову. Было учтено то, что они активно способствовали раскрытию преступления, также возмещение им ущерба. Частичное возмещение им ущерба. Суд, выслушав доводы сторон, приговорил Саматова и Моторина к 6 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима, Смирнову к 6,5 годам общего режима, а Ивана Павловского к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ленар Гинатуллин, Азат Самигуллин, вызов 112. Мужчине из Нижнекамска, который надругался над собственным 5-летним сыном, сегодня вынесли приговор. Напомним, ужасная история произошла в мае прошлого года. Главный свидетель – мама мальчика. Она случайно зашла в комнату, когда муж пытался совратить ребенка. Сделала фотографии и написала заявление в полицию. Дело дошло до суда. Подсудимый вину до последнего не признавал, и его мама была уверена, что все подстроила невестка. После этого случая прошло 1,5 месяца. Почему она не заявила сразу нам? Она даже не позвонила, когда его даже арестовали. Она даже не позвонила, я узнала через сестру. Мы провели какую-нибудь экспертизу, у него все нормально, экспертизу прошел, все нормально у него, никаких отклонений нету. Многочисленные проверки и экспертизы подтвердили вину 30-летнего нижнекамца. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Нетрезвый пешеход попал под колеса «Лады» 14-й модели на пересечении улиц Вишневского и Калинина. По версии водителя отечественного автомобиля, наезд спровоцировал сам пострадавший. Мужчина, находящийся в сильном алкогольном опьянении, перебегал дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Автомобилист хоть и не успел набрать высокую скорость, избежать столкновения уже не мог. В результате наезда пострадавшего мужчину с ушибами увезли на карете скорой помощи. Однако спустя несколько минут пешеход вернулся на место происшествия и ушел туда, куда направлялся изначально. Хозяин же «Лады» вызвал на место автоинспекторов. Свою правоту он намерен доказывать как с помощью свидетелей, так и видеорегистратора, запечатлевшего момент аварии. Водитель «Сузуки» едва не сбил пешеходов после столкновения с Kia Rio на пересечении улиц Чистопольская и Бичурина. От серьезных последствий людей спасли металлические ограждения, которые снесла японская иномарка. Как и почему произошло столкновение, выяснила Елена Веселова. Жертв и разрушений нет, все нормально. Сами водители понимают, что последствия этой аварии могли бы быть куда серьезнее. От удара «Сузуки» вылетела с дороги, снесла металлические ограждения и едва не зацепила пешеходов. Водитель рассказал, что двигался по улице Бичурина, остановился не по своей воле на пересечении с улицей Чистопольская. Вот с Бичурина сюда пересекал улицу и вот уже заканчивал, будем говорить, проезд перекрестка. На перекрестке автомобиль зацепила Kia Rio. Корейская иномарка только выехала с заправки на улице Чистопольская. Автомобиль угорел запрещающий сигнал светофора. Там стояла на поворот машина. Теперь женщине придется не только восстанавливать собственный транспорт за свой счет, но и возместить расходы за восстановление ограждения. Елена Веселова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 3 автомобиля столкнулись вечером на пересечении улиц Татарстана и Шарифа Камала. Значительные повреждения получили автомобили марки Kia. У одной повреждена задняя часть, у другой – передняя. Третья машина Hyundai и вовсе в результате столкновения оказалась на трамвайных путях. В результате аварии никто не пострадал, и все 3 водителя самостоятельно отправились в центр оформления ДТП. Почти 500 пожаров за 4 месяца, на которых погибли 22 человека. И эта статистика только показания. В связи с повышением уровня пожарной опасности в Татарстане установлен особый противопожарный режим. В период с 25 апреля по 10 мая запрещается сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне, в кострах и мангалах, применять пиротехнические изделия на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Чтобы не допустить возникновения пожаров, сотрудники МЧС будут проводить рейды в опасных зонах. За указанное нарушение влечет административную ответственность по части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. На граждан от 2 до 4, на должностных от 15 до 30, на юридических от 200 до 400 тысяч рублей. 3 молодых людей, подозреваемых в краже из магазинов, задержали полицейские Бугульмы. На дело они приезжали из набережных Челнов. В магазины проникали ночью. Интересовались табачной и алкогольной продукцией, что можно потом легко продать. Заботясь о безопасности, использовали перчатки, маски, надевали капюшоны. Но это не уберегло их от задержания. Подробности у Айрата Назипова. Как выяснили полицейские, прежде чем идти на дело, молодые люди тщательно готовились, использовали маски, перчатки и капюшоны. Однако такие меры предосторожности не помешали их вычислить. Камеры, установленные в магазине, зафиксировали грабителей так, что их можно опознать. В 2 торговых точках подозреваемые украли табачную и алкогольную продукцию на сумму около 40 тысяч рублей. Для того, чтобы совершить задуманное, они приехали из Автограда. Следствием установлено, один из подозреваемых приехал в гости к своему дяде в город Бугульму. Позже к нему приехали его друзья. Ночью ребята гуляли по улице и решили проникнуть в магазин, чтобы похитить табачную и алкогольную продукцию для последующей продажи. Злоумышленники отогнули дверной замок и проникли в магазин. В эту же ночь они совершили аналогичное преступление. 3 подозреваемых в возрасте от 18 до 19 лет задержали и уже в отделе полиции. Они дали признательные показания. Часть похищенного молодые люди вернули. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно прислать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.